Уважаемые товарищи, хочу вас поздравить сегодня с Днем Пионерии, это 19 мая. Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина была создана 19 мая 1922 года. Как мы понимаем, на сегодняшний день очень актуально стоит вопрос о патриотическом воспитании молодежи и в принципе о фальсификации истории, о чем мы неоднократно говорили в наших роликах, и наша партия об этом неоднократно заявляла не только с думской трибуны, но и в своих программных заявлениях. И для этого мы все-таки должны помнить и чтить этот праздник, благодаря которому, благодаря этой организации, благодаря ее работе, многие поколения, выросшие в Советском Союзе, стали тем, кем они стали, благодаря период становления, так сказать, личности. В том числе большую воспитательную роль играла Всесоюзная пионерская организация. Это не только то, что мы помним сейчас, скажем, походы, детские лагеря, это, естественно, и патриотические установки, и общечеловеческие ценности, помогай старшим, уважай их, помогай своим родителям в том числе, занимайся, будь добр, будь всегда готов, то есть не отказывайся от труда. Сейчас очень остро стоит вопрос о трудовом воспитании молодежи, и не только, скажем, в плане того, что надо учиться работать конкретно, но и в том плане, что человек должен приучаться к труду позитивному, позитивной какой-то деятельности, говоря на современный лад. То есть сегодня пытаются заменить пионерскую организацию такими движениями, как Юнармия и другие, там, скауты есть, ну, кто во что гораст. В 90-е годы пытались заменить это кадетским, возрождением кадетских корпусов, ну, это уже, как говорится, совсем другая история. Но я хотел бы перечислить несколько имен наших пионеров-героев Советского Союза. Это Валя Котик, Зина Портнова и Марат Козей и остальные. Эти люди внесли, хоть и они очень юного возраста, но большой вклад в дело победы над фашизмом, над нацистской Германией, в том числе. Она ведь выступала у нас союзниц, у ней союзники были, это была практически объединенная Европа против нашей страны. Ну и в целом воспитание молодежи должно быть системным, в отличие от сегодняшнего дня. Ну, хотелось бы на этом пожелать вам вспомнить этот славный праздник и очень надеемся, что когда-нибудь возродится Всесоюзная пионерская организация, хотя бы в Российской Федерации. Следующим вопросом, на котором я бы хотел заострить внимание, это закон об изменении Конституции нашей с вами республики Саха-Якутия. Вот у меня в руках проект, на одобрение которого требуется 47 голосов депутатов Государственного собрания Яутумен. 46 голосов у Единой России уже фактически есть из количества депутатов. То есть мы можем и не сомневаться на сегодняшний день, что изменения Конституции Республики пройдут. Ну, коротко я хотел бы сделать экскурс в историю. Если мы вспомним, Конституция 12 декабря 1993 года по факту была принята после того, как Ельцин разогнал Верховный Совет. Запретил его деятельность, естественно, расстрелял танками. И Конституция РСФСР, СССР на тот момент действовавшая в стране, перестала существовать. То есть социалистическая, нормальная, настоящая конституция, направленная на, так сказать, именно на население, на народ. Не чисто на словах, а на деле, естественно. Это конституция, против которой, в принципе, выступали коммунисты. Мы считаем, что как приверженцы марксистских, коммунистических идей рабочего дела, что эта конституция буржуазная, что эта конституция не защищает достаточно с социальной точки зрения наше население страны. И в том числе коммунисты не поддержали прошлогодние поправки от июля 2020 года, которые были непонятно как приняты, не на референдуме, как это, как говорится, все-таки требовало бы, а на каком-то всеобщем голосовании, проводившемся в течение нескольких дней в условиях, опять же, коронавирусной инфекции вот этой вот, в ходе чего были ограничительные меры. То есть, если говорить о процессе принятия этих поправок, коммунистическая партия, в том числе наша фракция в Государственной Думе, вносила очень много, порядка 15 таких, скажем,
крупных поправок и, говорят, даже в общем до 500, учитывая остальные поправки, были внесены, но они не вошли в окончательный проект. Скажем так, если говорить проще, это был чисто косметический ремонт Конституции. Это поменяло ровным счетом очень мало таких вещей. Да, нам говорили, что это направлено вот на семью, на молодежь и прочее, на нашу историю, но в то же время, по факту, мы понимаем, что это действовало лишь на одного человека, на обнуление сроков. Новая конституция, новый президент, новый старый президент, как говорится, и теперь наш уважаемый Владимир Владимирович может баллотироваться еще раз и еще раз, естественно. Поэтому мы не поддерживали эту конституцию. Вы помните, как проходило голосование в городе Якутске, в нашей республике. Наша республика показала большой процент оппозиционности. Наверное, это связано все-таки со многими аспектами, касающимися того, что специфики нашего региона, в том числе и то, что мы национальная республика, в том числе и то, что мы стояли за федерализм изначально. В принципе, это не противоречит позиции партии. Федерализм появился в Российской Федерации благодаря Владимиру Ильичу Ленину, потому что он предложил именно такую систему. Хотя Путин говорит, что это замедленная бомба, бомба замедленного действия под основами Российской Федерации, я считаю, что это не так. И принцип федерального устройства в нашем государстве должен сохраняться. Ну, многие моменты той Конституции были весьма противоречивыми, приняты в 1993 году и, так сказать, отретушированной в 2020. Поэтому, учитывая тенденцию, ну и, как говорится, законы о том, что наши региональные законы должны совпадать с законами Российской Федерации, естественно, законодатели республики, правительство республики внесли конституционный закон, его проект о внесении изменений и дополнений в Конституцию основной закон Республики Саха-Якутия. Я смотрю проект, я сразу скажу, я не самый грамотный человек в этой республике в части пунктуации, орфографии, но даже мне невооруженным взглядом видны орфографические ошибки и стилистические ошибки. Если подходить к этому вопросу юридически, да, можно обосновать изменение Конституции тем, что уже было принято, конечно же, но если исходить из интересов народа, нашей стране и нашей республике кардинально необходим левый поворот. Нам нужна своя социалистическая конституция. Конечно, партия власти протащит этот законопроект. Скорее всего, депутаты от партии коммунистов и другие оппозиционные депутаты не поддержат его, естественно. В какой это форме будет, либо в голосовании против, либо воздержатся, либо же вообще будут находиться и не принимать участие в голосовании. Это, как говорится, на откуп народных избранников. Касательно каждой статьи для изменения Конституции, это требует очень большого и подробного разбора. Здесь вот проект только о статье 1 и о статье 2. То есть правительство пока вносит изменения в конституционный закон республики, то есть в Конституцию, касательно первых двух статей. А у нас, как мы знаем, это далеко не одна-две статьи в основном законе республики. Естественно, многие моменты, конечно же, здесь являются достаточно спорными, но один из основных спорных моментов это наличие Конституционного суда в субъекте. Тем более в субъекте, который находится в Российской Федерации на правах республики. Естественно, раньше он у нас был и сейчас на сегодняшний день он у нас есть. Но опять же, в этом проекте сказано о том, что его заменят по факту Конституционным советом. Это тоже вызывает очень много вопросов. В целом, я считаю, что такое событие, как изменение Конституции региона, должно проходить не в таких сумбурных условиях, не в условиях, опять же, пандемии. В этом должен участвовать
каждый житель республики, если в прошлом году хотя бы хоть какое-то одобрение было сделано таким вот голосованием за или против поправки, то здесь мы видим, что это примут чисто сами депутаты Государственного собрания Иутумен. Возможно, следующим проектом, касающихся отдельных других статей, в том числе и самого Госсобрания Иутумен, тех же самых депутатов, которых сейчас у нас 70 человек, в принципе нормальное представительство, фактически по 2 человека от района выходит. Их самих сократят до количества 45 или 35 человек. Что, на мой взгляд, и на взгляд коммунистической партии и других представителей общественности, является, скажем так, не слишком рациональным с точки зрения представительной демократии. То есть мы видим, что количество представителей народа сокращается. Многие думают, что сейчас депутаты Иутумен получают огромные деньги. По факту порядка 20 человек только там работает на освобожденной постоянной основе. Имеют там какие-то зарплаты, имеют аппарат небольшой, который выполняет там 1-2 человека, подготавливают документы. Это председатели комитетов, сам председатель и заместители, естественно. Вот. А нам предлагали, опять же, новый парламент в количестве 45, но на профессиональной основе. То есть вместо 20 депутатов, которые будут получать зарплату, мы по факту из бюджета республики будем платить 40 или 35 человекам, людям, те же самые деньги. Так как все-таки это государственная служба, идет и выслуга лет, и стаж, и прочее, прочее. Там, в принципе, депутаты будут получать такие же зарплаты каждый, как эти председатели комитетов. То есть, с экономической точки зрения, это мы, называется, становимся, вроде бы сократили, а по факту сделали еще больше трат, имею в виду. Если говорить о вопросе, говорят, функционирование будет легче парламента, если его сократить. Возможно, да, и законы будут легче приниматься, но законы, направленные на кого? Кто у нас предлагает в основном законы? Это правительство, то есть исполнительная власть. То есть, а кто платит депутатам, опять же? Бюджет Республики Саха-Якутия. Кто им распоряжается? Им распоряжается то же самое правительство. То есть, по факту депутаты станут не все депутаты станут зависимыми. Если сейчас человек может, скажем так, избраться, быть кем угодно, хоть безработным, хоть учителем, хоть преподавателем, от любого, так сказать, профессионального объединения или территориального, скажем так, избирательного округа, то там уже все будут на зарплате получать денежку определенную. То есть будут финансово, как это в юридической сфере называется, конфликт интересов. То есть ты против своего работодателя, грубо говоря, не пойдешь. А то сможешь лишиться мандата, а то и могут и что похлеще сделать. Вот. Вкратце об изменении Конституции на сегодняшний день по проекту у меня все, я думаю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, делитесь этим видео. Спасибо.